Роль общественных организаций в консолидации ингушского общества сегодня обсудили за круглым столом. Его провели при поддержке администрации главы Ингушетии. Говорили в основном об инциденте на Сыркорской мечети. Искали пути невозврата к подобной ситуации. Призвали участников конфликта к прощению друг друга и налаживанию диалога в духе взаимоуважения. Репортаж Елизы Курскиева. Конфликт в Насыркордской мечети после появления в интернете видеороликов обсуждали на каждом углу реального и интернет-просторов. Кто там виноват, сегодня уже не столь важно. Главная задача этого круглого стола в другом – как не допустить таких конфликтов впредь. По мнению Мавладгирея Дзагиева, нравственность не может быть религиозной или светской, она одна. И чтобы в мечети больше никогда не ругались, нужно повышать духовность. Если у нас нет религиозной нравственности, у нас не будет и светской нравственности. И наоборот. Потому что нравственность – понятие объемное. Это критерий, по которому должен жить человек и все общество в целом. Ингушское общество оказалось не готово к плюрализму мнений, а приучать людей высказывать свое мнение и уважать чужое, в том числе религиозное, должны в первую очередь общественники, считают тут. На встрече это наглядно продемонстрировали. К примеру, за круглым столом можно высказываться, но нельзя комментировать мнение предыдущего спикера. Также прозвучала мысль, что таких инцидентов не случится, если религия будет религией, политика политикой, и что эти два понятия не должны срастаться. С первых минут, как все это произошло, и глава Республики Ингушетия, и в целом руководство республики активно стали вести консультации с видными религиозными деятелями на предмет урегулирования вот этой конфликтной ситуации. Здесь за столом присутствуют люди, которые являлись участниками этих встреч, в частности, вот ИСА подтвердит, у нас была встреча отдельно в воскресенье с рядом религиозных деятелей, встречались с духовными лидерами из числа представителей муфтията. То есть активно идет сейчас процесс урегулирования вот этого возникшего конфликта. И слава Всевышнему, что стороны, назовем их так, стороны конфликта, понимают всю серьезность вот этой ситуации и понимают необходимость ее мирного урегулирования. Необходимо разъяснять населению, необходимо разъяснять своим друзьям, коллегам, всему кругу общения, с кем вы состоите в контакте, что никоим образом нельзя на эти подобные провокации поддаваться, идти на поводу у тех, кто пытается сегодня накалить обстановку в республике и, по сути дела, привести к столкновению между нашими гражданами, между братьями, между родственниками. Это крайне недопустимо. از هر نویدی شوجه ویچه داخل شوج هنده اش ویز عمل برجی از ویز کیتن از که برج آخر باخ بر ویتنا آخری تسترینی تری تسایتری از ویه هر ندیش ام خدشون دکش پیتو با خدشون داور دیگه چند اختو با دال برتفاو ایشلو. Конечно, инцидент в мечети заставил покраснеть многих, но, возможно, не случись он сейчас, процесс брожения пошел бы дальше. Проблема всплыла, чтобы ингушский народ подрезал ее на корню и в очередной раз доказал, что ингуши народ хоть и горячий, но мудрый, умеющий искать компромиссы и договариваться между собой, считают участники диалога. 2 часа многообразия мнений вылились в общую резолюцию. В обращении общественников к народу, духовенству и органам государственной власти есть мудрые слова из Корана, которые сейчас особенно уместны. Крепко держитесь за верфь Аллаха, все вместе, и не разделяйтесь. Елиза Курскиева, Суланбек Аздоев, Новости 24.